و تمام مردم تاجیکستان و تمام مردم تاجیک زبانهای دنیا سلام و پیام گرم و جوشان خودمان میرسانم. Майрамби Шарифзода, независимый, свободный политический деятель. بسیار خوب که همه شما با زبانی تاجیکی دولتی میزنیدون. من بسیار از این خرسند. لیکن بینید که برای اون که تمام دنیا فهمد این تمام بی‌ترتیبی های رئیس جمهور تروریست رقم یک رو، دیکتاتور رقم یک رو و دروغگوی فریبگری رقم یک تاجیکستان رو، امام علی شریفویچ رحمان رو باید به تمام زبانهایی که در تاجیکستان هستند گپ زنیم. Juda yaxshi bo'ladi agar sizni barnomalaringizga o'zbek tili bilan gapirsalar. Bizni o'zbek uka akalarimiz, ular ham mana Tojikistonda yashaydilar. İnşallah harakat qilamiz. Juda yaxshi bo'ladi-da, ingliz tili bilan gapirsalar. Mana agar ijozat bersangiz, men rus tili bilan gapiraman. Nima uchun? Shu dunyoda hammalar bilsa, nima gap Tojikistonda. Я хочу все, что вы сказали про этот отчет за 30 лет президента Таджикистана Эмомали Шарифовича Рахмона, чтобы на русском языке очень коротко озвучить для всего мира. Вот в мире 600 тысяч людей, которые понимают русский язык, чтобы все знали, что творится. Во-первых, за 30 лет ничего хорошего не сделано в Таджикистане. За исключением все, что ограбили, все, что уничтожили, все, что разграблено этой семьей, семьей его дивера, то есть жены брата, семьей его приближенных, братьев Сухибовых, что находится в руках этого диктатора, этого фашистующего нациста, этого Эмомали Шарифовича Рахмонова, его всей семьи, дочерей, зятьев, родственников жены и Сухибовых. Первое, чтобы вы знали. Во-вторых, да, очень много они сделали. Настолько много сделали, что далеко не пойду. В 115 километрах от города Душанбе находится Рамитское ущелье. В Рамитском ущелье есть такие кишлаки, как Гускес, Петев, Покрут. Там добывается золото. Вы посмотрите в этих горах, какие построены здания, как в самой Китае. Многоэтажные, современные, со всеми удобствами, коммуникациями здания. И кто в них работает? Китайцы. Что они там добывают? Это самое большое место, где добывается золото, серебро, редкоземельные металлы, в том числе и имеется природный обогащенный уран. Да, действительно, все сделали. Для кого? Для китайцев. Рядом в кишлаках нету воды, хотя речка течет. Нету электричества, нету школ. О чем вы говорите? Кого он своим этим отчетом в мире удивил? Он опозорил сам себя, опозорил всех своих, как говорится, специалистов. Единственное, что он сказал, в той стране, где нету заботы о каждом человеке, особенно о тех людях, которые воспитывают гражданина, начиная с его рождения, с роддомов, с детских садов, школ, институтов, университетов, то есть весь преподавательский, профессорский состав. И в действительности тоже касается здравоохранения, врачей, медсестер. О них никто не заботится, о них государство не заботится. Для того, чтобы обыкновенным несчастным рядовым врачом устроиться, надо $5000 дать взятки, а потом, чтобы тебе разрешили 2 часа в неделю работать, и чтобы ты получал несчастных 300 сомони. А что такое 300 сомони?
это 2000 рублей российских. Кто будет работать? Он умышленно издевается над народом, умышленно заставляет людей, выдавливает людей в Россию и в другие страны. Для того, чтобы каждый камень, каждое дерево, каждый сантиметр Таджикистана принадлежал только ему, его семье, его приближенных. Неужели люди это не могут осознать? Неужели все государства в мире не могут защитить права каждого гражданина Таджикистана от млада до велика, от новорожденного до того, который еще не похоронен? Где социальная защита гражданина Таджикистана? Кто может правду сказать? Кто может защитить свои элементарные, фундаментальные человеческие и гражданские права? Кто только если хочет об этом сказать, его сразу вешают на него ярлык экстремиста, террориста. Даже те судебно-следственные органы, те работники правоохранительных органов, они даже сами не знают значения этих слов. Бедные, несчастные люди на такой степени напуганы, до такой степени напуганы, что они боятся даже сказать: дайте нам бесплатное лечение, дайте нам бесплатное образование, заботьтесь о каждом человеке. Да, такой отчет дал. На несчастные 10 сомони поднял пенсию, благосостояние человека. Зато на 300 сомони повысил все товары первой необходимости, в том числе и лекарства. До сих пор нету интернета в Горно-Бадахшанской автономной области. Самое большое население оттуда работает в России. Они не могут получить денежные переводы по интернету, чтобы обеспечить свои семьи. Он их вынуждает, чтобы они от голода, от холода умирали. Почему сейчас такое творится? У него не прошел его проект с Гульбедином. Он просто-напросто убил, уничтожил человека ни за что, ни про что. И еще с ними сколько людей погибли, сколько людей ранены. Я очень горжусь, что молодцы ребята Горного Бадахшана, Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, что создали группу 44. Хантона Зане. Они груичили чертона, худодорим хивскна, химояткна. Ин эмомали шереф Рахмонов гзаш бакджо. Бадарвоза ба қалайхым ба ишкошим. Яне тоҷик забонора мехоҳад ба бародарои Бадахшон боз ҳам душман кна, боз ҳам инора резу чош кна. И чӣ гапае ки маҷбур мекунанд одами якими райони Дарвоз хеза гува ки мо ай Горни Бадахшан мебурем. Куҷо мебурӣ ту? Куҷо мерӣ? Дар ҳама қалайхимат роҳ ина 10 солига роҳ намешад. بسیار خوب. خانم میرنبی شریفزاده خواهش میکنم خلاصه گیری کنید چون که استودیو پر شد همه انتظار هستن. Хорошо, خلاصه выводы. От начала до конца весь отчет, который он дал якобы всему миру и Таджикистану, от буквы А до буквы Я является всемирным обманом, всемирным очковтирательством, всемирным мошенничеством и аферизмом. Ничего нового он не сказал. Он обманул весь мир. И прежде всего он обманул таджикский народ, граждан Таджикистана, где бы они ни находились. Вы правильно сказали, Таджикистан нуждается в абсолютной свободе. В свободе слова, в свободе предпринимательства, в свободе выбора, в свободе передвижения по Таджикистану, в свободе жизни и в свободе труда. Лучше, чем таджикский народ, нету трудолюбивых людей в мире. Если бы они не мучили бы, каждый бы не тянул с этого трудового человека, не грабили бы, никто бы не уезжал, эти бы все предприятия бы не закрывались. И еще хочу в дополнение сказать. В настоящее время 400 месторождений по всему Таджикистану разрабатывается, и никто об этом отчет не дает.
и еще 600 мест готовы. Если все 400 мест полезных ископаемых, разработанных еще в Советском Союзе, дали возможность своим таджикистанцам работать, никто бы оттуда не уехал. Почему? Потому что когда народ работает у себя дома, и дети воспитаны, и родители в присмотре, и государство процветает, и нация понимает, что эта национальность, эта нация, это государство сохраняется. Dürüst. Teşekkür ediyorum yoldaşıma.